Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске о премьере самого холодного фильма в мире «Эдер Сас». Немного о непредсказуемости нашей погоды и в конце о важных спортивных новостях. Давайте начнем. Прямо сейчас в Якутске минус 34 градуса. Такое потепление в январе очень порадовало горожан. На улице сразу стало много людей. Школьники после новогодних каникул с радостью побежали навстречу к друзьям, чтобы рассказать о своих подарках и пообщаться. Однако синоптики прогнозируют морозную погоду до минус 65 градусов, начиная с 12 по 16 января. С 12 января арктическая, очень холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, затем в центральные районы республики. Температура воздуха в заречных, в Илюйской группе районов местами в центральных районах температура достигнет до минус 53-58 градусов. В северо-западных, северо-восточных местами в северных районах достигнет до минус 60-65. Но все еще может поменяться. 19 января состоится премьера фильма «Эдер Сас» режиссера Дмитрия Давыдова. Согласно сюжету, 40-летний главный герой возвращается домой в деревню спустя 20 лет. Отчий дом искривился, друзей больше нет, он чувствует себя чужим в собственной деревне. По словам Давыдова, это будет некая музыкальная драма, где использовано 12 песен якутской рок-группы «Харды». То, что это будет музыкальная драма с легендарным якутским роком, уже очень интригует. Якутский рок – важный культурный феномен 90-х годов. В свое время об этой музыке говорили не меньше, чем в наши дни о якутском кино. Саха-рок хвалили столичные критики, музыкантов приглашали на фестивали за пределы республики. Считается, что якутский рок имел шанс стать экспортным музыкальным брендом. Одним из якутских ярких представителей рока и есть группа «Харды». Кстати, «Харды» переводится как «шаг». Ну а теперь ловите кадры из совместного клипа солиста легендарной рок-группы «Харды» Ганнибала Гаврила Колесова и непревзойденного джиды Гоши Васильева к каверу песни «Эдер Сас», снятого к премьере фильма Дмитрия Давыдова «Молодость». Сейчас же предлагаю посмотреть закулисье съемок. Вы только представьте, кино снималось в минус 60 градусов. Внутренний столб забора же есть, но примерно вот там, и заканчивается вот там, почти чуть дальше, там где вот дом заканчивается. Через 15 секунд. Если я ниже делаю, Через 15 секунд заходит. И уже так. Посмотри, Калик, еще раз. Калик, посмотри. Просто я балдею хожу, но с товарами ничего там. И даже смотреть не надо. Вообще не надо. можно глаза Просто закрыть. Вообще там. Да. И вообще, чем безумнее, тем интереснее. А движение могу делать. Вообще танцевать. Вообще, да. Если var da. Сейчас вот это есть. Подожди. Есть вот этот кадр. Крупники.
Новогоднее настроение все еще витает в воздухе. Один из любимых рождественских фильмов перевели на якутский язык. «Один дома» представили на якутском языке. Видеостудия «Хампу» Мегина Канглавского Луса показала дублированный на якутский язык трейлер фильма «Один дома 2». Фильм покажет 13 января в селе Майя. Тоқ болдың, Хәгәрия. Тоғыра долгуябын. Бей бардың орды бұд, бары бар бұд, барыда тәңге болу. Ән надыл құйма. Сөп, Кевин мана соқ. Тоқ дейген? Брастыгының мияқа ұтсаллақ білдері илақпен. Олар әрі бей қандағаны багаж білін көдер бетақ бұд. Мас. Кәрәғын Домаров. Нью-Йорк бұрыйын орыға бәттәғай кора. Кевин кредитный картон тұттары білбәк. Времян тухалақты катара. Үйтабын да ұғыстан нақпыны ұтырбат енегет. Камелі яққыды, менің күхаған жаннары кіреттен елелер. Тоқ болында бар. Мағылнен орбыт кредитный картаны баттыр да. Ничего бәппен мене еха. Ханды да хамылған көрді, оны сүттаға дей олғыр. Бар. Тағылаға бар. Қашай, білінлән сәбірақта қана кәйттіріңіз әпте. Эй, тоқта! Оға икка қарыны күрік көйі. Кәрәл! Ағына тұт! Тиспен! Қая қары ол бірінің кірігіғына қая қыры. Саңға жылынан. Қалтыры әтіріліп, елім қалтыры әтіріліп, тұтақты өнде. Бейгін ана қая көрия бұлақтарына, бей инчағар орияқты бобатақ бұд, бей сүстіған орияқтар бұд. Джупа! 43 дня осталось до старта вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемеровской области. Спортсмены из Якутии представлены на играх в 6 видах спорта – хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд и лыжные гонки. В Ледовом дворце Эллей-Ботур на базе Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта подготовку к соревнованиям проходят хоккеисты, фигуристы и спортсмены, выступающие в шорт-треке. Всего от Якутии на игры отправятся 64 участника. В ближайшие недели у спортсменов пройдут последние контрольные соревнования, и в начале февраля члены сборных команд соберутся в Кемеровской области, где пройдут заключительные учебно-тренировочные сборы. В общем, будет участвовать 22 хоккеиста, 10 шорт-трекистов, 5 мальчиков, 5 девочек и 6 фигуристов, 3 мальчика, 3 девочки. Подготовку в основном проводим на Дальнем Востоке, участвуем во всех дальневосточных соревнованиях. По хоккею маленько укрепим команду нашими воспитанниками, которые играют в других школах. В связи с коронавирусом тоже от нас много детей уехало, но это не дало им остановиться. Они занимаются в других школах и подключатся уже к финальной части подготовки непосредственно перед детьми Азии. Ну а на сегодня это все. Смотрите News on Air по будням в 17 часов. До новых встреч в эфире.